Владивостокское утро, 9 утра во Владивостоке. Сегодня 10 августа. Такой туманчик там везде. У меня в телефоне показывает 22 градуса сейчас. Вышли прям первый день, такая отдушина. Прохладненько. Но мы едем на море. Посмотрим, что там. Я надеюсь, волны нет. Я хочу покупаться. А потом в 2 часа мы встречаем сына. Прилетает из Якутска к нам. А утром здесь вот так. Даже не видно, что там многоэтажные дома стоят. Все в тумане. Так, смотрите, время 10 часов утра. Без 15:10. Народу достаточно много. Люди купаются. А если в море рыбу палатки поймать, собирают. будет, а? Да, соленая. Там вот очень много народу купается, полный пляж. Хотя на улице так это прохладненько, я скажу. Ветерок такой и волна. Но тут мелко, поэтому тут торговля идет фруктами, медом. А мы пошли в какую-нибудь кафешку выпить кофе, позавтракать. Надеемся, что что-нибудь открыто с утра. Суббота все-таки. А, он моечный. Закрыто. Ну, давай теперь. Закрыто. В палатке написано массаж. Заходите. Вам массаж сделают. Кафешка открыта какая-то. У Гиннесса. Пожалуйста, номера телефонов, если желаете. Тут много так столиков стоит. Можно здесь посидеть. Армянская кухня. Торговля тоже. Всякие круги, шорты, купальники, пожалуйста. Если кто-то забыл дома. Заходим, покупаем, не стесняемся. Шорты, кстати. Тут детская. Не мыслишь. А там вон палаточки стоят одинаковые. Их, наверное, девка танцует, стоит. У Гены. Я вкусно хочу. Что, в этих палаточках люди живут? Так любопытно. Что там, да, спят вон внутри. Так много. Сами цветочки не надо трогать. Такие домики можно арендовать. Там со столиком. Сели свое, принесли, покушали. Ну вот сколько идем, Антон говорит, заметил, ни одной урны нет.
Везде вот мусор валяется. Людям совершенно некуда мусор выкидывать. Поэтому, конечно, и разбрасывают где ни попадя. Там-то народу сколько, смотри, там вообще, наверное, какой-то крутой пляж. Чего они там все столпились? Тир, какие-то развлечения. Даются гостиничные номера. Кстати, вот висит свежая это, с номерами телефонов, значит, номера есть. Просто когда начинаешь обзванивать по объявлениям, там, по 2GIS, вообще все занято. Весь Владивосток занят. Такое ощущение, что... Что ты материшься-то мне сюда в камеру? Ну вот. В этом весь курорт. Самим вот этим работникам приятно, что не поставьте возле своего камеры по улице. Вот такие там какие-то номера есть. Да, свинарничек такой достаточно свинский. Вот тут. Горка вон какая есть. Аттракцион. Или обучающий. 5 минут 500 рублей. Далее по прейскуранту. Катается себе там чувак. Вот смотрите, народу здесь заметно больше. Потому что тут, видимо, всякие вот эти аквапарки, только их не надувают, скорее всего, из-за ветра. Армянская кухня. Очень много кафешек армянской кухни. Так, такое ощущение, что там китайцы. Где толпа. Нет? Нет. Магазин. Наташа. Сюда пойдем? Или дальше пройдемся? Сейчас все пройдем. Вот смотрите, время 10:30, что творится на Шамаре. Хотя, в принципе, погода как будто бы не особо располагает для купания. Народу полно, со столиками, с зонтиками, целыми компаниями. Классно. И вот, смотрите, сколько народу купается. Хотя тут стоит знак. 250 метров туда-сюда купаться запрещено. Почему? При несчастных случаях звоните. Не знаю. Не знаю, почему запрещено. Такая волна. Народу очень много. Сегодня суббота же. Мы пойдем туда, где мы купались позавчера. Там было поменьше народу. Потому что, скорее всего, там нет кафешек. Везде кафешки. Кстати, покушали мы в этой армянской кафешке. В принципе, неплохо. Я взяла шашлык из палтуса. Он прямо нежнейший. Но до такой степени пересоленый. Официант сказал, наверное, говорит, повар влюбилась. Антон взял лагман. Ему лагман не понравился. Пойдем на наше место, да? Вот мы идем на свое место. Что там написано на табличке? Просто купаться запрещено. При несчастных случаях звоните 101, 112. Когда с тобой случился несчастный случай, как ты дозвонишься до 101, 112? Там же нету связи. Не знаю. Утки с чайками дерутся. Чайки налетают, что-то у уток отбирают. А утки на них-то тоже, блин. Одна чайка что-то схватила кусок какой-то здоровый. Здесь пока
Там народу в воде море. Еще умудряются на ватрушках кататься. Два часа прошло, смотрите, сколько машин. Время 12 часов дня. Народу просто море. На этом море. Даже, видимо, ставить негде. А что они здесь все? 200 рублей за... Они все бесплатно, видать, хотят. 200 рублей заплатил и стоит там на нормальной Спокойно, стоянке. не переживая Ну. за машину, блин. Смешные. Если даже и пройтись там, блин, 300 метров до своего пляжа. Мыс крутой. База отдыха. Там кабинки всякие стоят у них. А мы едем в аэропорт. Как называется город? Артем, да? Мы едем в аэропорт Артем. Погода пасмурная, но тепло. Ветерок, правда, такой иногда поддувает. Но не всегда. В маркет возле аэропорта зашли. Тут чего только нет. Икра чебычь 13 тысяч за килограмм. Крылюшка 3000. Кальмар вяленый. Крабы. Очищенные, неочищенные. Какие хотите? Гребешки. А вот осетрина есть. 2400 стоит за килограмм. Выглядит аппетитно. Палтус. Вот заехали в фиш-маркет. Цены, конечно. Мороженка вот эта вот пуля серебряная. 170 рублей. Мама дорогая. Сидим в аэропорту, ждем, когда прилетит наш сын, и смотрим наше путешествие, путь домой. Ну, каких-то цыганят, которые по всей России шарахаются. Вот в порту на стоянке столько машинок много перед портом. И вот он уже аэропорт рядышком. Самолет приземлился. Сын звонит, что Да-да, вышел, видимо. Заезжаю, вот стою в очереди. В очереди, говорит, стою. Ну все, тут Сейчас не осталось. Я ему покажу сейчас это видео, в какой он очереди стоит. Так, а ты где? У тебя мухобойка черная уже стоит. Побойка черная у тебя стоит? Да, черная. Ага, ну вот прямо так и же. С меня упрешь. Тебя А, вот он в белой футболке. Слева. Дим, с другой стороны обойди машину. Вот поездочки конец. А кто ехал, молодец. Ура! Я на диете. По горам, по долам. Нынче здесь, завтра там. Вниз-то легче идти, чем вверх. А так вообще я не представляю, как здесь люди живут. Вот бабулечки, допустим.
Как бабулечки ходят. Они, наверное, вообще толком-то никуда и не ходят. Сидят во дворе на лавочке. Вот опять вниз. Мы просто машину оставили во дворе жилого дома. А сами сходили, пообедали. Потому что там нет ни одной парковки. Ни платной, ни бесплатной. Вот теперь топаем куда-то вниз, спускаемся. Ну, там люди белье сушат на крыше. Написано: запретная зона. Мужики на рыбалку пошли. Их пустили. Сегодня попрохладнее. Мы решили прогуляться. Сейчас пойдем. И подул ветер. Корабль пойдем. Какой большой. Громила. Герой Российской Федерации. А дальше не видно, кто это. Туалет, пожалуйста, платный. За наличный расчет банковской картой. Взрослый 40 рублей. Пенсионеры 40 рублей. Детский 40 рублей. Без разницы, кто сколько писает. Какая красотень. Почему? Причем тут запашный? Это нормальные люди, нет? Так вот делают. В центре города. Ну, где движение. Ну, у нас тоже так делают. Че, смотри, идиот, блядь. Сейчас, не дай бог, споткнется, блин. Шизофреник. А сын говорит: что тебе не нравится? Мне вообще ничего не нравится. Мне нормально. Он дома сохранился, ему пофиг. Вид такой сверху от нашего дома. Вверх-вниз, вверх-вниз. И вот такие огромные они. Вот такие вот проблемы тут. Целая полоса занята машинами. Через 200 метров поверните налево, во двор. Это сегодня воскресенье. А что в рабочий день творится, когда утром здесь все выезжают? В каждом городе проблема. Парковки возле торговых центров, возле жилых домов. Поверните налево, во двор. Я хочу сачок снять. Здравствуйте, я хочу ваш сачок снять. Ладно, сегодня погода ветреная, в море делать нечего. Решили приехать на Зеленый угол. Нашла я в Двагисе магазин японских товаров с хорошими отзывами. И он оказался именно здесь. Поэтому пойдем посмотрим, что там продают. Очень много всяких разных точек стоит на улице. Такие прям выставили свои столы со стульями и продают еду, бытовую химию, еще что-то, не знаю. Что-то там вон Дима покупает как раз. До этого ездили, все время был туман, но ничего не видно было. А сейчас
Сейчас такая красота везде открывается со всех сторон. Просто невероятная. А вон там маяк, на котором мы были. Столько машин много. Держитесь левее, а затем развернитесь. Куда они все стоят? Куда они все стоят? Немного плохой дороги, тут ветер очень сильный. Тут, видимо, смотровая или что? Все машины сюда встали. Ну, мы же типа как будто бы маршрут до пляжа поставили. В общем, мы решили туда не ехать, потому что там вон что творится. Во-первых, народу много, во-вторых, шторм, ветрище какой ужасный просто. Посмотрим отсюда сверху на эту красоту. Нифига себе, что творится-то? Ужас! Прям хочу посмотреть на эти большие корабли. Очень красиво. Покажем, что колесо пробили. Опять нам скажут, оладушки не положили. Вот, пожалуйста, возле кафе Марина Хаус. Хороший выбор. Хорошие цены. Какие-то вот рулеты прямо красивые лежат. Вот всякие морские гады на створке, пожалуйста. Пельмени с лососем. 550 рублей за килограмм. С кальмаром 650. Я бы съела. Люди на досках катаются. Домишки такие прям веселенькие стоят. Новые, видать. Басаргина улица. Вообще красиво. Поверните налево. И люди купаются, прикинь, в такой шторм. Стальные яйца. Через 200 метров держитесь левее. Стрелочки. А мы едем в Находку. 100 километров нам. Вот, по всей видимости, люди с Ливадии едут. Воскресенье, вечер. Домой возвращаются. Такая длинная кишка тянется. Я думаю, что мы в ней тоже постоим. В этой кишке. Сафари парк тут. И отсюда народ едет. Видимо, обратно нам не очень весело будет ехать. Да, покушать, кстати, надо. Мы с 10 утра ничего не ели, а время уже 6 вечера. Так кишка все продолжает тянуться. Вот там вообще чуваки балдеют. А что еще делать в такой пробке? Только остается танцевать. Просто нет конца и края. Уже сколько мы едем. А эти машины все стоят и стоят и стоят.
что они и вечером также будут ехать оттуда. Те, кто решил подольше задержаться на отдыхе. Это мы уже, получается, километров 15 доедем. А эта пробка все тянется. Романовка. Вон она, эта пробка, она вообще не кончается. Мама дорогая. Это сколько же километров-то? Очень много. Очень-очень много. Так что, если вы хотите поехать в Ливадию, езжайте. Езжайте. Но оттуда уезжайте пораньше. Потому что вот сейчас время 6 часов вечера, воскресенье, они все едут оттуда. Потому что сколько она вмещает в себя людей, это Ливадия. Ну и находка там, наверное, тоже где-то не одна же только Ливадия. Мы пока рыбку по-царски поедим, пока они все в пробке стоят. Ну вот, пока мы покушали в шале, машины рассосались, тишина и спокойствие. Кто тут курит? Курить вредно. Нет машин. Очень надеемся, что когда мы поедем обратно, их тоже не будет. В кафешке очень вкусно все. Может быть, не все, я не знаю, но мне все понравилось. Рыба по-царски, это вообще божественно. С 9 до часа ночи работает. Радовались. Опять они откуда-то все вылезли и едут. Красотища. А машины так и тянутся, слушай, вообще нескончаемый поток. Сколько там народу-то на побережье? Ух, палатки, машины. О, очень много отдыхающих. Мы в Находке. Да, вон люди как ехали, так и остановились. И пофигу. Я с моря приехал, мне домой надо срочно. Теперь мы в этой колбасе стоим в ту сторону. Едем из Находки во Владивосток. Будем надеяться, что она уже не такая длинная. Это вот сумасшедший дом. Искать парковку. Спасибо, хоть здесь место было. Дома наверху находятся. Парковку нашли внизу. Все битком забито. Такие огромные домины понастроили, а парковок не сделали приличных. Машину оставили там внизу. Вот что здесь происходит. Парковочных мест нет от слова совсем. Чуть попозже приехали. Время 12 ночи. И все. Все занято. Я решила подняться на 25-й этаж со второго, чтобы посмотреть с балкона. Не знаю, стоит оно того или нет, но очень захотелось посмотреть. За 1 минуту добрались. На самом деле очень сильно боюсь высоты, даже страшно выходить на этот балкон. Ого-го! Мамочки! Вон мои мальчики вещи в машину загружают.
Страшно, блин. Аж внутри там все бабочки залетали. Но красиво. Блин, прям приближаюсь, когда у меня аж... Ух. Вон оттуда смотрела с 25 этажа. Вот сюда вниз еще надо спускаться. Тут такие ступеньки есть для спуска. Да, город для ходунов. Я-то вот, например, с удовольствием хожу. Но мне пока что не дают здесь ходить. Все время возят и возят. Я бы походила. Оп. Все на работу уехали, места освободились. Парковочные. И мы сейчас едем по делам. Сегодня мы переезжаем на новый адрес. Ну, как эти цыгане, короче говоря. 2 дня там, 2 дня там. Большая студия. Да-да-да. Тут тоже окна грязные почему-то. Сегодня спим в одной комнате. Большая кровать. А куда эти обнимашки девались? В тех квартирах были обнимашки везде. Ну, у меня есть одна. Шкаф, телевизор. А что 2? Ну, все то же самое. Ничего нового. Сейчас. Душевая. Нормально пахнет. Вот тут сушилка есть. Ну что, сегодня у меня прогулка пешком в одиночестве. Мальчики мои уехали получать машину. А я наконец-то гуляю пешком. С голубями фотографируются. Вот голуби ручные. Тут тоже есть какой-то фонтан небольшой. Ребятишки, как и везде, находят место, где поплескаться. Так, вчера мы гуляли вот там. Блин, взяла с собой кофту, показалось прохладно. На самом деле такая духота. Так, это памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке 1917-1922. Там вот морской вокзал. Нужно сходить, кстати, наверное, там интересно. Тут морской вокзал и рядом железнодорожный вокзал, немного подальше. Платформа отсюда начинается. Все рядышком. Сейчас пойдем посмотрим, может, что-нибудь увидим интересного. Я люблю по таким местам гулять. Дядечка такой интересный. Ходит, сам с собой разговаривает, ко мне подошел, спрашивает: были вы в Китае, а в Таиланде? А вы представляете, здесь, говорит, на площади по 5000 китайцев за день бывает. Вот вчера мы там гуляли. Эти корабли видели с другой стороны. Прям насколько они мощные, огромные. Так хочется зайти на этот корабль и посмотреть.
Люди там вообще как крошки на них ходят. Столько много машин. Автомобили из Японии. Это что ли их здесь выгружают из Японии? А вот получается железнодорожный вокзал, а вот морской вокзал. Я спустилась пониже к морю. Вот они, эти большие корабли стоят. Котейки вот так вот спят. Тепло тебе, хорошо, да? Балдеешь, да? Зона таможенного контроля. Там, где много-много машинок стоит. Решила я зайти в здание морского вокзала. Посмотреть, что здесь есть интересного. И потом пойду туда, наверх. Фонтанчик. Люди фотографируются. Сувениры всевозможные продают. А я сюда хочу пойти. Интересно, никакого досмотра нет при входе в вокзал. Машинки, видимо, выгрузили. Тут какие-то непонятные машинки стоят на платформе, на железнодорожной. Интересно. Вот смотрите, огромный паром с машинами. 2 буксира тащат. Или толкают, не знаю, что это, как это называется. Громадный такой. На нем машинки стоят. Там полно машин стоит. Но судя по тому, что он сюда поворачивает, он сейчас здесь будет швартоваться. Интересно посмотреть на такую громадину. Вот его уже развернули. Два таких малыша тащат такую огромную баржу, или кто это, паром. Паром, наверное, да? А там на заднем плане русский мост. По нему машинки едут. Такой, кажется, маленький. Посмотрела в интернете. Судно это Авива. 142 метра длиной и 18 метров шириной. 40 лет ему, 41 год. Вот такая посудина огромная. Смотрите, не одна я такая любопытная. Люди все стоят, смотрят. Всем интересно, как он будет швартоваться. Здесь на берегу его уже ожидают. Там на судне люди в касках стоят. Вот это махина. Машины все цепями зацепленные стоят. И такой малышочек его таскает. Оп. Выбросили канат. Не получилось.
подтягивают обратно. Нет. О, какие канаты мощные. Чтоб такую махину удержать. Ну здорово, я под впечатлением, что я посмотрела. Вот сейчас этим маленьким бобиком потащили канат. Руками, наверное, нереально. Тяжелый. Там вон еще одна такая же громадина стоит, большая. Может быть, здесь едет ваша машинка. То есть приехала уже. А вот так выглядит железнодорожный вокзал с внутренней стороны. С внешней стороны мне все как-то его не удавалось снять. Очень красивый вокзал. Но всегда из машины пыталась снять, и мне загораживало его. То автобус, то машины. Сейчас пойдем вон по тому переходу и окажемся по той стороне вокзала. Постамент стоит здесь. Интересно, народу нет. Никто не фоткается. Ну вот, по такому мостику можно от морского вокзала перейти к железнодорожному и выйти в город. Почтовый вагон стоит. Страшненький такой. Замученный. Ну и вот, собственно, само здание вокзала. Красиво. Очень такой. Ну, ЖД вокзалы обычно всегда красивые во всех городах. Но этот прям я таких не видела. А эти почтовые немного посимпатичнее выглядят, чем те, которые за ними. Здесь много стоит заказных автобусов. О, дедушка Ленин. По всей видимости, туристов привезли. Там много китайцев ходит. На экскурсию приехали. А вот они здесь даже пытаются фрукты купить, по всей видимости. Яблоки, груши. И вот чешут туда по пешеходному переходу. А я сюда. Не знаю куда, но куда-то иду. Заходи на кофеек, дай, написано. Все, вот распогодилось. Час назад я выходила из дома. Было прям прохладно так. Я взяла кофту с собой. А сейчас нет ни витринки, солнышко. Надо было брать не кофту, а купальник. Но купальник у меня уехал в машине. Потому что я его решила возить всегда в машине, чтобы в любой момент можно было купаться в море. Но сегодня ничего не предвещало хорошей погоды. Стояло весь день облачно, даже дождик показывало когда-то там. Вот так вот. Иду теперь, потом обливаюсь. Классная такая локация. Оп. Вот
Улица Адмирала Фокина, она такая пешеходная. Вечером тут фонарики светятся. А днем не знаю, что-то вот происходит туда, в сторону моря. Кто-то поет, танцует, народу полно. А я просто гуляю. Смотрите, такая веселенькая улочка с магазинчиками. Но я туда заходить не хочу. Все равно, как ни крути, грязно. Свинтусы разбрасывают все. Блин, я бы помыла эти кирпичики. Посмотрите, все в какой грязи. Хотя даже машины тут не ездят. Что там за шествие какое-то? Адмирала Фокина. Вот мы покидаем этот славный дом. Авраменко, 17. Сегодня вторник. Ой, да? Сегодня вторник. Какое число-то? Я заблудилась. 13, наверное. 13.08. 13 августа. 10:48. Время 10:48. И мы едем на море. Погода шикарная. Ну как напоследок не искупаться в море? Сегодня мы последний день во Владивостоке. Собираемся уезжать. И Антон привез меня на пляж. Сами они с Димой вон пошли позавтракать. А я ради моря отказалась от завтрака. Поэтому я пошла купаться. У меня есть немного времени, чтобы насладиться морской водой. Море спокойное сегодня. Народу полно. Все, друзья, я накупалась в море. И мы готовы к отъезду. Сегодня так ясно все. Море видно издалека. Ну, мы выезжаем из Владивостока. Едем в сторону Хабаровска. Счастливого нам пути. Прям хорошо, когда все видно, да? Там... По-моему, первый день такой. Ну, не первый. А, нет, мы... Было такое. Да, Угу. когда мы вспомнили. Но был ветер. А сегодня и ветра нет, и солнышко. 27 градусов. Прям кайфец. Люди купаются там везде. А мы поехали домой. Вот, а в сторону Владивостока вот такой поток машин идет. Время 1 дня. Дорожники скопили там асфальт. Одна полоса. Угу. Дорожные работы. А мы когда в Владивосток заезжали, в эту сторону кишка стояла. Мы тоже, да. А, нет, мы также по кишке В сторону ехали. Хабаровска стояла кишка. Мы так вот ехали, они стояли. Ну, эти тоже, наверное, едут по чуть-чуть. Да нам кажется, что они стоят. Так-то они едут.
я кого-то обижу своими словами, но Владивосток мне не нравился никогда. Мы здесь были зимой, весной, осенью. Он мне не нравился. Я думала, ну, может быть, летом что-то по-другому. Нет. Ну, не нравится мне этот город. Не нравятся их дороги, манера езды. Какой-то каламбур везде. Какие-то столпотворения. Единственное, что здесь мне понравилось, это море. Пускай даже оно немножко там где-то грязноватое. Ну, пляжи я имею в виду. В этом мы сами виноваты. Природа красивая, но до такой степени загаженная. Все вот эти вот металлические конструкции ржавые от влаги. Поэтому извините меня, владивостокцы. Я, честно говоря, не понимаю, зачем люди сюда каждый год ездят отдыхать. Кому-то, видимо, нравится такой отдых. Личные машины все прям громко-громко моргают. Они уже поехали. Гаишники куда-то поехали. Не хотят нас останавливать. Облака стали чаще появляться. Антон сказал, что Хабаровск его встречает всегда дождем. Позвонили в Хабаровск, ну то есть переписывались с друзьями, которые сейчас в Хабаровске. Они сказали, облачно, туман, но дождя пока нет. Хотя по прогнозу в телефоне, говорит, стоял дождь всю ночь, стоит дождь весь день. Вот Антон говорит, как раз доедем, и дождик пройдет у них там. Я могу всю трассу проехать от Якутска на чистой машине и в Хабаровск, в Ухань. Да? Ну, всегда вспомни. Приезжали в Хабаровск дождь, уезжали с Хабаровска дождь. Проезжали Хабаровск дождь. Даже сюда ехали. Тут Когда мы вот в Хабаровск ездили на несколько дней, там на неделю, на сколько? ну, это сентябрь был. Сентябрь был, там все время дождь был. И парилка такая была, жарища. А когда с Владивостока мимо проезжали, зимой не было дождя. Ну, зимой. Будем смотреть, что они тут продают. Мед. Мед, фрукты. Овощи. Горячая кукуруза. Тут что продают? Тоже арбузы. Интересно, они прямо что их здесь собирают, эти арбузы? Неужели уже такие большие выросли? Я хочу посмотреть, где они растут. Покажите мне. Там на полях. Там будут такие вот Вот на лопухи. этом дереве, видишь, висят. Точно. Проверяем давление. Все хорошо? Все проверим? Да, нет? Классно тут так. Тут вот эти вот лилии прямо в полях растут. Вот такие вот огромные. Время 5 часов вечера. Жара. Машина показывает 31 градус. Обалдеть. Звуки. На машине даже едешь на скорости, они все свиристят. Слышно с закрытыми окнами. Так, вот тут лужа, я дальше не пойду.
И бабочки эти все, которые большие, черные, они почему-то падают на дорогу. Вот по Приморью и к Хабаровскому краю, когда едешь, деревни какие-то, мне кажется, печальные даже. Какая противная, да? Когда в центральную Россию туда едешь, там какие-то даже вот старенькие домики, они настолько ухоженные все. А здесь, посмотрите, вот крыши проваленные. Ничего себе. Крыши проваленные, заборы поваленные, подратые все какие-то. Как-то ехали мы зимой, по-моему, или осенью, не помню. Вообще сверху видно было, внизу стоит частный дом. У него прямо дыра огромная в крыше, в шифере. Но видно, что горит свет. Печка топится. Печка топится. Висит белье. Странно, конечно. Я говорю, всегда сравниваю, но все-таки у нас в Якутии как-то получше, что ли, с этим делом. Просто у нас дыркой в крыше не перезимуешь. Тоже А верно. тут можно. Дороги хорошие, вот сколько едем, везде как бы дорога хорошая, ничего не скажешь. Бывают, конечно, там. Дим, заправляться будем? Альянс заправка. Не знаю, у меня полбака, у тебя сколько? Полбака, ну поехали дальше тогда. Ну, природа, конечно, шикарная. Везде природа по-своему шикарная. У нас одно, здесь другое. Вот ехали перед Дальнереченском. Люди остановили, мужчина с женщиной в машине. Говорят, бензонасос навернулся, кто-то там им привез с магазина, поставили, а он не работает. Вот попросили дотащить их примерно 8 километров до сервиса. Потащим. Не бросать же. Получается, 18:43 мы выехали. Едем со скоростью 50-60 километров в час. Люди давно уже стоят. И никто, говорит, не останавливается, да? Ехали к автосервису, который они сказали. А он до 18 работает. А время 18:55. Все, оставили мы людей возле автосервиса. Автосервис, правда, закрыт. Ночевать они будут в машине. Попросили забрать ихнюю дочку, довезти до села Хор. Вот, стояли они 2,5 часа, и никто не остановился за это время. Даже ихний регион, они с 27-го региона, говорит, все просто проезжают. Мы, говорит, в шоке, что Посторонние чужие люди как бы в этом регионе остановились, если там сколько мы должны, может, рыбки, мы с рыбалки едем, там камбала, красноперка. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Вот, едем до Хора. А по пути были лотосы. Сейчас покажу. Лилии цветут. Цветут. Красивые какие. А мы не можем остановиться. Потому что мы машинку тащим.
на буксире. Вот мы сейчас проезжаем Лучегорское водохранилище. Какое большое. Вот она. ГРЭС или ТЭЦ. Что-то ГРЭС, наверное. ГЭС. Светохранилище Гидро или ГЭС. Думаешь, ГЭС, да? Наверное. Может и ГЭС. Здесь мы в прошлый раз стояли в пробке. А, ну вот, кстати, там машины видно. Ага. Сюда стоят или туда стоят? Непонятно. Нет, там же как раз работники, видимо, ГЭСа ставят парковку. А, да? А, да? Я уже ее показывала. Вдруг кто не понял. И я забыла, как она называется. Нас еще комары здесь грызли. Да, кстати. Мелкие, противные, шустрые, как мухи. Тут, по-моему, делали дорогу как раз. в этом Делали мост, месте. да. Да, сделали. За неделю сделали. Че, магазин? Кафешка. Смотри, магазин. Люля-кебаб. Нет, это кафешки. Какие облака впереди красивые. На закатном солнышке светятся. Как там у Лермонтова было? Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Помнишь? Забыть пытаюсь. Не забывай. Ядра чистые. Мы въехали в Хабаровский край. И тут сразу темно стало. Сейчас еще дождь пойдет. А время у нас где должно перевестись? В Хабаровском же крае, да? Да. Или в Амурской области? Хабаровском. В Хабаровском. Сейчас дождь еще, Антон говорит, должен пойти. А вдалеке туман видно. Стелится. Тут на экране-то так светло, а на самом деле-то темно. Прямо мрачно так. Небо хмурится. Это Пекин. Слева там. Вот он, этот туманчик. 23 градуса сейчас показывает. Silent Hill. Красиво. Стелится между гор. Как в сказке. О, тут вообще. Чего не видно. Всё, видать, до такой степени от этой жары и влаги попрела трава, болото. Все вот эти вот фонарики размытые в тумане стоят. Обалдеть.
влажность такая, что туман на лобовом стекле собирается. Вообще невозможно просто. Как в дождь жесткий. На улицу вышли, а там просто такое ощущение, правда, как будто В мойке бани. в бане, ага. Так красиво светится. К Хабаровску подъезжаем. Время 11 вечера. В Хабаровске туман. Вот как нам в обед друзья сказали, что туман. До сих пор он так и есть. Никуда не девался. Что происходит с Хабаровском? Еще раз покажу платную дорогу в Хабаровске. Сколько там? 23 километра она, да? Да, у меня вон касса, мне нужно с той стороны. Касса. Там Дима едет. Поехали. Машинку в домике везут. Даже не одну. Ну вот, всего лишь чуть-чуть. Была бы вся такая дорога. Было бы просто замечательно. А там вон автобусы спят. Что, они сюда заехали поспать? Предъявите 160 рублей. Поехали дальше по бесплатной дороге. С Хабаровска заехали на Роснефть. Сейчас заправимся. Интересно, Че? пацаны ходят по газонам такие ночью, потому что идти негде. Вот еще такие экземпляры ездят, у которого ничего сзади не горит. Ни стопак, ни габарит, только отражатели. У нас было дело, как-то мы ехали, как раз, по-моему, с Владивостока зимой в пургу, в туман, и перед нами вот такое вот чудовище ехало без фонарей, без нифига, и мы вообще просто боялись приблизиться. Долго мы за ним ехали, и обогнать страшно, и приблизиться страшно. Понимаешь, по этим всяким клубам снега, что впереди тебя машина идет, но ее не видно. Здесь вот сейчас пока фонари освещают дорогу, а что дальше будет? О,
гаишники стоят. Остановите его. Проверьте документы. Посмотрите, что у него ничего не горит. Но им не до него. Мост через реку Амур. Не совсем удачное место для ночевки мы выбрали в этот раз. То поезда шумят, то комары загрызли. Подъехали к кафешке у Коляна возле Биробиджана. Тут, как всегда, полный аншлаг. И грузовые, и легковые. Селедка под шубой, свиная поджарка. А у тебя что? Макароны? Говядина? А, бестроганов. Ни хрена себе бестроганов. Какие-то лошадиные такие кусочки. И суп можно показать нашу кашу. Позавтракали мы у этого Коляна. Диме с Антоном было вкусно. Ну, по пятибалльной на троечку. Мне было вот прям вот все невкусно, но мне пришлось есть, потому что я со вчерашнего обеда ничего не ела. Если бы я сейчас не поела, То нас бы комарики унесли. то было бы лучше, наверное. А сейчас у меня просто стоит поперек горла эта пища. Прям вот совсем невкусно. Поверните налево. Не рекомендую я ентого Коляна. Если есть возможность где-то в другом месте покушать, покушайте в другом месте. Ну его нафиг. И тетки такие недовольные с утра, не выспавшиеся, видать, с таким важным видом. Мешает. Ну все, мы едем дальше. Погодка замечательная. Туман вон где-то лежит. На улице уже тепло. 15? 20 градусов. Но чувствуется, что прям тепло уже. Влажность такая прям очень повышенная влажность. Поселок какой-то из прошлой жизни. Такие дома старые. На одном здании было написано «Слава КПСС». Не написано, а кирпичиками выложено. Поселок Будукан. Гаишники стоят. Нам моргнули. Блин. Как-то он страшно так улетел. Спрятался и прицепом накрылся. Поднялись наверх, тут тоже все в тумане. Дорога мокрая от этого тумана. Вот сейчас везде мед начинают продавать после Биробиджана. На каждом шагу палатки стоят. У нас в планах купить мед. Немного, потому что у нас есть. Мы привезли с Алтая. Но все равно в планах. Потому что на наш вкус амурский мед самый вкусный. Сейчас будем искать своего дядьку. Ты вообще представляешь, каково? Козочки гуляют. Места себе не находила. И вообще я рада, что ты все узнала. Получается, на 1725 километре начинаются эти пасеки. Как говорится, выбирай любую.
в Амурской области с медом не обманывают. Не знаю, насколько это правда. Мы всегда покупаем у одного и того же мужичка. Сейчас попробуем его найти. Здесь вот за поворотом вот тележка стоит. 1721 километр. Кажется, это наш мужик. Что-то у него выбор не айс. О, точно, наш идет. Какой это у вас? Вот это вот, я так понимаю, липовый, да? Липа, бархат, цветочный. Вот нам цветочный нужен, полторашка. Сколько он стоит? 2 килограмма 200 грамм 1300. 1300. А маленькая липовый? Липовый 550, 750 грамм. Угу. Хорошо. То есть вот эти все, которые вот большие, они по 1000... Вот это по 1300, вот это 1500. А, разница от того, какой мед, да? Да. А тут липовые, получается, по 550, а эти? Все по 550. Хорошо. Тут еще ребята вот эти вот летают, они меня не сожрут. Приехали на заправочку. ННК 95 58 91. Машины со всякими разными регионами. Отовсюду едут. Река Бурея. Но народ не купается. Рано еще утро. Здесь мы опять не хотим останавливаться, потому что очень много народу. Все поставили машины хаотично. И фиг сфотографируешься. Даже. Едем дальше. Так едет еле-еле. Да вот я заметил, что 27-й и 28-й регион, начиная от Приморья, и вообще по трассе ездить не умеют. То есть они могут не смотреть в зеркала, обруливая кочки там, высовываться на обгон, не смотря в зеркала. То есть вот пофиг, я еду один и все. Ругается сегодня Антон Геннадьевич. И все 28-й, 27-й регион. Почему 25-й так не делает? 125-й так не делает? Опять мед продают. Это какой-то черный, гречишный, наверное. Такая часовенка красивая появилась. Мы ее не помним почему-то. Блин, я даже в прошлом году ее не помню. Но она была по-любому в прошлом году. Наверное, была. Что я смотрю, так-то не совсем новая. Аккуратненькая такая. Вот мы снова едем по мосту через реку Зея. Выключи музыку. Тут смотрите, у них между электроопорами на проводах везде вот эти шарики от перехлестов. Что в Приморье, что в Амурской области. Длина пролета длинная. Даже где короткие, тоже такие шарики висят. Хоть два, но повесят. Свободненский район. Ого! Между населенными пунктами, оттуда до сюда везде далеко. Едет такой Ну, Сиваки же рядом. на трунтулетике. Деревня какая-то рядом, Сиваки. да? Дырки латают. Ой. Вот Сковородинский район. Дорога заметно подпортилась. Непонятно, что они тут делали. То ли заделывали, то ли разделывали. Какие колесики большие везут. Больше, чем сама машина.
уже. Ну, я с телефоном сижу, нас не будут останавливать. Это Диму тоже не остановили. Значит, не скучно. Болтают, стоят. Байки рассказывают друг другу. Ага. И так не отремонтировали, просто присыпали то, что обвалилось. Это от Невера до Соловьевска дорога. Ну, мимо Соловьевска, то есть. Такие сюрпризы здесь ожидают перед Тындой. Второй такой уже сюрприз, аккуратненько. Нет, такой второй. Аккуратненько ехайте. Все разваливается потихоньку дорога между Невером и Тындой. Весной, наверное, все растает. Да, И все поплывет. уже однозначно вся провалилась. Недолго мучилась старушка. До Якутска 1052 километра. До Тынды 65. Причем ее размывало Причем ее размывало, что? в том году же. Мы же объезжали под мостом, ты помнишь? Да. В июне месяц, в мае месяце. Да, в 20-х числах мая мы ехали. Размывала. Садят за это, что ли? Развалилось там все. Красиво камушки сложили, блин, типа укрепили. Да. И неизвестно, как вообще эта дорога сделана. Тут такие тяжеленные машины ходят. Вот время 19:15, мы в Тынде. Считай, со скольки мы? С 7 утра ехали, да? 12 часов. Со всеми там остановками, расстановками, обедами, заправками. Сейчас здесь хотим поужинать и поехать до Нерингри. Не до Нерингри, а Иенгра, по-моему, называется, да? Почему? Какие? Нет. Взлет когда? В Беркаките, да? Какие-то турбины. Что это такое? Не знаю, Какие-то конструкция вообще. громады какие-то. Тоже больше машин размером. После Тынды в сторону Нерингри. Вот что-то, видимо, пытаются делать с дорогой. Интересно, долго они будут это делать? По-моему, ее всю жизнь тут делают, и никак не сделают. Поразрыли там в начале вообще непонятно что. Здесь хотя бы сейчас мелким щебнем засыпали. Сейчас посмотрим, что дальше. Но это еще Амурская область. Это до границы. Ничего себе, тут кусок нового асфальта положили. Ну-ка, посмотрим, до куда он идет. Неужели что-то изменится? И надолго ли? Как качественно они это делают? Уже кривой, ничего смешного. А, ну все. Конец хорошего асфальта.
границы с Якутией, в принципе, нормальный кусок дороги есть. Кусок, отрезок, по которому можно хорошо ехать. Но есть такой ужасный, что Лучше бы асфальта вообще не было. Потом. добро пожаловать в республику Саха-Якутия. Сейчас вторая стела и ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот она, ба-ба-ба. Без второй. Ба-ба-ба-ба. Вот здесь, на этом месте, мы в прошлый раз пробили колеса. Сейчас вы видели, появилась табличка: внимание, опасный участок дороги 2 километра. Больше, к сожалению, ничего не изменилось. Камни как торчали, так и торчат. Ну, хоть предупреждают. А вот еще на удивление пыли здесь нет. Либо дождь прошел, либо, может, поливали. Сейчас на улице 13-14 градусов, туда-сюда скачет. А вчера ночью мы ночевали между Хабаровском и Биробиджаном. Было 24. Была жаришка, ой-ой-ой. Вот мы подъехали к взлетке. Забронировали номер на полсуток. Сейчас посмотрим, что за номер. Ух ты. Круто, как дорога светится, мерцает. Классно, конечно, красиво все сделали. Так, и что? Почему на двоих? Сейчас разберемся. Комната с диваном, с телевизором. Так, тут шкаф. Что в шкафу? Дополнительные одеяла, подушки. И вот спальня. С кроватью с большой, со шкафом. Так, тут что в шкафу есть? Полотенце. Тоже на двоих. Ой, господи. А что? Так вот в номерах убираются. Шпилька, волосы чьи-то. Доброе нерюнгринское утро. Мы ночевали сегодня в звездной этой... В звездной этой. Тут звезды просто везде. Мы ночевали сегодня во Взлетке. Хорошо поспали, расслабились. Вышли сейчас, садимся в машины. На улице 12 градусов. И прямо так прохладненько даже. Прям вот прохладненько. Первый раз за столь продолжительное время я почувствовала, что утром, ночью прохладно. Время 5:47. Мы выехали, сейчас заправимся и двинем в сторону Якутска. Ой, непроглядный туман. Но вы же понимаете, да, что в камере всегда лучше эффект видимости. Просто я не знаю. Короче, говно. заехали в Нерюнгри на заправку Опти. Внутри светятся холодильники, работают телевизоры. Но
говорят, что нет электроэнергии и не стали нас заправлять. Моргая, гаишники стоят. Поэтому дурацкая заправка на Нерюнгри. Я вам до этого показывала ее, когда мы с Алтая ехали. Что там Антон чуть не убился, что там сахар по выдаче. И вообще дурдом на этой заправке. Вот после Чульмана в сторону Алдана есть такие хорошие отрезки дороги. Уже положили полотно. Но есть такие места ужасные, где просто вот асфальт заканчивается, а там яма на всю дорогу. Глубиной сантиметров 20, наверное, да? 30. Давно тут не было дороги. Сейчас посмотрим, что там возле Кита творится. Тоже уже, наверное, сократились участки плохой дороги. Ой, мы его уже сегодня видели где-то. Ну, он обгонял же нас, потом стоял. А дальше вот такая дорога. Это сравнительно новая тоже дорога. Но она уже приходит в негодность. Уже колея продавилась. И как по стиральной доске. Дык-дык-дык-дык. Вот так качественно у нас делают дороги. Везде. Подъем на Кит нынче вот такой. Будем надеяться, что скоро это все закончится. Работайте, ребятки, работайте. Нефиг спать. Стоит баннер, что окончание строительства 31 августа 2025 года. Зимой, скорее всего, они не будут ничего делать толком-то, кроме отсыпки. Расширили заметно дорогу. Потому что они зимой отсыпают, летом и тает, блин, потом с асфальтом вместе. Все будет хорошо. Тут видно прямо, как ручьи текли по дороге. Промыло. Сейчас посмотрим, сколько примерно по времени займет Ну там такая дорога. заканчивался, когда мы ехали иначе. А потом еще там на спуске где-то, да? Да, еще один кусочек был большой, километра 3. Но там снег до сих пор лежит. Снег. Ничего себе. Август месяц. И не растаял. Видимо, такой склон. А вот так в Якутии ездят таксисты. Нагружают. Даже И он на грузовика. привязал, обмотал вокруг да около. Где-то и прицепы даже сносило. Ну вот, примерно километров 15-20, наверное, да? Не знаю, я не засекал. Ну так, если прикинуть, в среднем 30 километров в час идем. От 0 до 40. Час ехали? Нет, 30 минут. 30 минут. И дальше хорошая дорога. Там еще дальше будут маленькие кусочки. Но это уже не страшно. Они уже будут без булыжников. Они уже будут, да, без булыжников. Время 9 часов утра, мы в Алдане. Здесь 12 градусов тепла, дождик прошел.
мы ехали по дождику. Здесь Антон всегда ловит штраф, поэтому едем под контролем. Не превышаем. Эй. Эй. До Якутска 514 километров. С нами бабочка приехала. Вот мы в Тамоте позавтракали или пообедали, я уже не знаю даже, как это назвать. Время 10:50. Для нас-то пообедали. Да. Едем по мосту через реку Алдан. Дождик накрапывает. А мы уже привыкли, что все время жарко. Очень вкусно поели в кафе Ника. Рекомендую. Мы всегда в нем едим, в Тамоте, когда проезжаем. Но дорого. Дорого? Ну, конечно, 10 пирожков с собой взять. Так я, чтобы ты не тормозил, не кричала, что остановись, я кушать хочу. Хорошо. Раз пирожок тебе заткнул и все. Дорого, потому что мы втроем, это раз. Потом мы с собой взяли пирожки на дорогу, чтобы потом больше нигде не останавливаться. Пирожки свежие, только испекли. Сколько ты заплатил? 3167 рублей. Ну, это нормально. До Якутска 450 километров. Ну вот, друзья, наше путешествие подходит к своему заключению. Мы в Нижнем Бестяхе спускаемся к парому. А по сравнению с тем, что было месяц назад, почти месяц назад, а река Где вода, бля? совсем сухая река. Чайка по делам пошла. Важная такая. Нам немного сегодня не повезло. Мы либо рано приехали, либо поздно. Машин немного, но паромы уже все заполнены. Сейчас вот там идет паром к берегу из Якутска. Да, да. Этот паром сейчас разгрузится, и мы на него будем загружаться, скорее всего. 42? Наш накопитель заполнился. Теперь второй заезжает. Вторая полоса. Десять минут постояли и поехали. Сейчас еще на пароме постоим. Постоим. Часик, да? Ну, и 40 минут груз загрузится. Стекло нам залепили паразиты эти. Там вот, кстати, в Приморском крае, в Амурской области нету такого количества этих разлепух по стеклу. У нас, значит, больше живности. Да, на реке-то вообще один песок. Спускаемся. Такой скальник везде лежит по бокам. Ну, Марк заходит даже. Говорили, что плохой заезд на паром Немного. из-за того, что вода упала сильно. Не, нормально. Нормально. вполне. Почему? И опять нас загнали. Фиг знает куда. Мне не выйти.
Можно, конечно, если постараться. Вот буквально 10 минут прошло, и паром пошел в Якутск. По громкой связи объявили, что предлагается там горячий кофе, чай, выпечка, еще что-то. Пожалуйста, можно подойти в буфете купить, если есть желающие, голодные. 350 – это водитель с автомобилем. И плюс дополнительный пассажир взрослый 300 рублей. А, да? Да. Дима А в 950. прошлый раз я 100 рублей стоила. Ни хрена себе. Я что, пожирнела? Наела А Дипа сколько составил? 950. Он вообще маленький, экономный. Короче, за вишек 950. За нас 3670. Эй, 1670. Ну ты еще подорожала, пока и сидели. Вышла я тут, вот проход, оказывается, есть. Нормально можно пройти. Вот на 8-м пароме мы едем. Пойдем посмотрим на реку. Кто первый заехал. Так, сталика, парели прямо. О. И чайки там летают. Кстати, надо было хлеб взять. У меня остался кусочек хлебушка. Кинуть этим ребятам. Пойдем посмотрим на ту сторону. Что там? Сегодня паром полный. До этого ездили. Было очень много свободного места. По половине парома всего. А сегодня вот так вот. Очень много машин. Катерок летит. Где мой это проход? Где я проходила? Узкие проходы, но пройти можно. Здравствуйте, как дела у вас? Плохо. Почему? В Сбербанк не могу зайти, интернета нет. Ясно. А сын-то вот он. Здравствуйте, как дела у вас? Нормально, хорошо. Хорошо, у папы плохо. Интернета нет. Что у вас тут в машине интересного? Давай, отдыхай. Антон решил помыть стекло от мошкары. Выезд тоже нормальный, в принципе. Доехали мы за 50 минут. Такая балалайка едет. Гремит. Сейчас посмотрим, сколько народу из Якутска в Нижних Бестях. Сегодня четверг. Я думаю, что не так много, как в пятницу бывает. Должен быть, ну, не Время 4:30. О, самолетик сел почти. так. Не буду больше на них летать. А я? Да сиденье теперь не могу отрегулировать на себе. Дорога пустая. Завтра тут будет аншлаг.
всем за просмотры, ваши комментарии, лайки, подписывайтесь на нас. Ждите новых видео.